И вот 8 февраля с группой иностранных туристов на 2 микроавтобусах мы трогаемся в дальнюю дорогу. Путь, который предстоит пройти, пролегает, пожалуй, по одним из самых живописных мест Якутии – Верхоянские горы. Завораживают своим величием эти огромные седые исполины, глядящие на нас сверху вниз. Бесчисленные горные реки и озера, пока молчаливые и спокойные, ждут часа, когда смогут очнуться и блеснуть перед нами своей первозданной красотой. Конечно, можно много и подробно говорить обо всех этих красивейших местах, которые мы проезжаем, но это тема для другой передачи. А у нас сегодня все же другая цель. Мы не могли не заехать в одно из уникальнейших мест планеты – село Аймякон. Встретил он нас не самым рекордным морозом, но и такую погоду не назовешь ташкентской – минус 62. Множество подземных ключей на поверхности не замерзают здесь даже в самые лютые морозы. Они и дали название селу, в котором проживает приблизительно 500 человек. С венкийского языка Аймякон переводится как «незамерзающая вода». Лед на Индидирке тонкий, ходить надо осторожно, зная места. Мы встретились с местным рыбаком Егором Канаевым. Егор ловит сетями рыбу для проезжающих туристов, а в палатке у него все для ночной подледной рыбалки на налима на так называемую стуколку, которую он усовершенствовал. Знаменит Аймякон еще и одним названием – полюс долголетия. Не знаем, в чем тут секрет – в воздухе, в питании или в чистой воде Индидирки, но в этих, казалось бы, экстремальных условиях люди живут до 100 лет и больше. Низкое февральское солнце еще больше подчеркивает красоту этой зимней сказки, и иностранные туристы снимают виды, пока техника окончательно не отказывает на морозе. Но пора ехать дальше, и мы, произведя несколько залпов аймяконского салюта, уезжаем из этого удивительного края. Если кто не знает, скажем, что загадка замерзающей на лету воды в том, что вода не холодная, а горячая. Довольно длинная дорога, приблизительно в 2000 километров, не показалась нам скучной и однообразной. Пейзажи за окном машины сменялись все более удивительными картинами. Уверены, красоту таких мест способен оценить любой человек, а не только поэт и художник.